Что такое слайм, сегодня знают все дети. Густое слизистое вещество, способное принимать любую форму, зарекомендовало себя как игрушка-антистресс. Идея создания такой игрушки родилась еще в прошлом веке. Впервые лизун был выставлен на обозрение компанией Mattel в 1976 году. Считается, что игра с ним помогает избавиться от агрессии, снять напряжение, отвлечь от негативных мыслей или излишней тревожности. Однако не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Слаймы способны вызвать зависимость у детей, в особенности у тех, кто сам их изготавливает. Как следствие, такие дети становятся нервными и раздражительными, если их пытаются привлечь к какой-то другой деятельности. Но основным источником угрозы все же является состав слаймов. Слаймы чаще всего изготавливают из химических продуктов, которые могут нанести большой вред здоровью человека, а именно вызвать аллергическую реакцию на его компоненты. Одним из компонентов, часто используемых в изготовлении слаймов, является тетраборат натрия. Он отпускается без рецепта, и любой желающий может его приобрести в аптеке. Тетраборат натрия или же бура активно применяется в медицинской практике как антисептическое средство. В аптеках продают фабричный препарат, а также изготовленный самими фармацевтами. Цена фабричного 30 рублей, а изготовленный на месте стоит 190 рублей. Если же фабричный препарат отпускается без рецепта, то приготовленный в аптеках тетраборат натрия выдают исключительно по рецепту врача. Соответственно, для изготовления слаймов дети используют тот, который могут купить в свободном доступе. Если их не устраивает чистый натрий тетраборат, потому что мы готовим ее маленький процент, это 20%, это им лучше. Концентрированный им лучше употребить для этих шариков, чем наш препарат. Наш препарат маленький процент, 5% я готовлю, 10% я готовлю. И по рецепту, если есть очень редко, уже 20%, то это считается сильным препаратом. Как выяснилось, тетраборат натрия не представляет угрозы для здоровья при применении по назначению. Но при изготовлении слаймов тетраборат натрия вступает в реакцию с другими компонентами, содержащими сильные химические элементы, вследствие чего получается продукт с высоким содержанием химии, опасный для здоровья. Сейчас очень активно дети делают сами вот эти слаймы, так называемые лизуны. При их изготовлении используется клей ПВА и другой компонент – это бура. При их взаимодействии может выделяться вредные токсичные соединения, которые могут оказать негативное влияние на здоровье ребенка. Поэтому категорически я бы не рекомендовала изготавливать дома самодельно слаймы, потому что даже в фабричных слаймах организации, которые компетентны этим заниматься, была выявлена повышенная концентрация бора, которая влияет негативно на здоровье человека. А при изготовлении дома невозможно проконтролировать правильно вот это соотношение этих компонентов. Как и во всем мире, в Абхазии дети стали активно увлекаться слаймами. Кто-то втайне от родителей изготавливает игрушки, потому что взрослые запрещают. Другим же, наоборот, родители сами покупают необходимые ингредиенты. У многих детей хобби превратилось в предпринимательство. Были случаи, когда дети приносили в школу и продавали своим одноклассникам собственноручно приготовленные игрушки. 10-летняя Даниэль Гаргулья в числе тех, кто увлекался слаймами. Сама пыталась их приготовить, но когда не получилось, решила покупать уже готовые игрушки. В классе 29 человек, и все девочки приносили слайм. Все делали и приносили. Бывало, мама узнавала и потом ругала, но я сказала, что в этом ничего плохого нет, пока я не знала об этом, потом мне сказала подружка. Мама начала уже сильно ругаться и запретила мне вообще покупать что-то для этого. Даже клей покупать не разрешала. И когда я приносила какое-то лекарство, она проверяла, что это. У меня на химию аллергия, и у меня постоянно после этого слайма голова болит. Потому что я читала в интернете, что потом плохо, голова кружится, тошнит. А вот брат Даниэль отнюдь не приветствовал увлечение сестры. Я никогда не любил слаймы. Я не знала вообще сначала, что это. Один раз трогал, но потом не понравилось. Я вообще сестре говорю, не надо их покупать. Некоторые родители отказались говорить на камеру, но в личной беседе нам сообщили, что после изготовления слаймов и пользования ими у детей появлялось раздражение дыхательных путей, непонятная сыпь на коже, и они вынуждены были обратиться в медучреждение. Все же многие родители считают, что детям нужно покупать безопасные развивающие игрушки.
Лучше все-таки вспомнить старое доброе. Пластилин сейчас тоже российский, качественный. Китайский, конечно, тоже было немножко рискованно, но сейчас российский привозят хорошего качества. Это родное наше, советское. Ничего в этом страшного нет. Ну, дети мажутся, ну, что делать, мы уж за ними будем бегать, чистить. А вот эта химия действительно, да и сам по себе лизун какой-то неприятный мне был всегда, что-то противный, какая-то мокрица какая-то, но пусть дети свое, конструкторы, пластилин, вот это все. А пазлы – это вообще самое любимое дело, самое милое. На объектах оптово-розничной торговли реализуется немало игрушек антистресс. Многие из них неизвестного производства. На этот факт обратили внимание в Госкомитете по стандартам потребительскому техническому надзору. В результате из продажи было изъято 12 видов слаймов. Отсутствует какой-либо знак маркировки. То есть мы не знаем, кто его произвел, где произвел. На вопрос, откуда был завезен данный продукт, реализатор не смог нам ответить. С 2019 года занимается реализацией данной продукции. Мы будем дальше ее отслеживать, искать поставщиков и так далее. Там, оптовый он будет или кто бы то ни был. Непосредственно мы будем брать объяснения и будем работать над этой темой дальше. Тут даже нет возрастного ограничения. Что не скажешь вот про данную продукцию. Здесь в виде все знаки, маркировка. Стоит возрастное ограничение от 5 лет, и непосредственно уже расписано, что данная продукция может применяться детьми под наблюдением взрослых. Вся продукция, которая будет на сегодняшний день в Абхазии сомнительного качества, будет снята с продажи и утилизирована. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют родителям обращать внимание на качество и сроки годности компонентов, из которых дети изготавливают слаймы. Тут надо подходить индивидуально. То есть при покупке этих препаратов непосредственно надо изучать каждый препарат и подходить к этому более тщательно и серьезно тем, кто это производит. На сегодняшний день у нас применяется канцелярский клей под названием фирмы Эльмерс. Мы изучаем эту фирму, и выясняется, что у них очень много разновидностей этого клея. То есть клей специально для слаймов, а есть просто канцелярский клей. Может быть, что их путают и применяют в неправильном направлении. Так что вот за этим надо следить и читать инструкцию. Обязательно требовать сертификат качества на то, что этот продукт безопасный. Госкомитет по стандартам потребительскому техническому надзору совместно с санэпидемиологической службой и управлением образования будет вести работу по недопущению продажи детям продукции сомнительного качества. Здесь и родителям надо быть более бдительными, следить, чтобы увлечения их детей были безопасны для здоровья. А если победить зависимость ребенка от опасной игрушки сложно, предложить ему альтернативу в виде развивающих игр, общения со сверстниками и мероприятий на свежем воздухе. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Алексей Баструков. Абхазское телевидение.